В Якутске создадут Всемирный центр мамонта. Предложение о строительстве научного объекта в регионе озвучил глава республики Егор Борисов в беседе с Владимиром Путиным. Эксперты считают, что подобный проект для Якутии – это не только федеральное финансирование, развитие туризма и привлечение инвестиций на научно-исследовательскую деятельность. О возможностях Якутии для создания центра мамонта рассказывает Павел Танин. Задание разработать проект центра глава Якутии поручил Академии наук еще несколько лет назад. За основу ученые взяли более раннюю работу, проект Всемирного музея, и доработали ее. Здесь мы объединили три направления. Это музей, это научный центр и это криохранилище. Одно из самых изюминок этого проекта это является криохранилище мамонтовой фауны. Для создания хорошего криохранилища подходят климатические условия Якутии, а именно вечная мерзлота. К слову, в Якутске такое хранилище есть, работает с 2012 года на базе Института мерзлотоведения. В нем хранят семена зерновых и бобовых растений. Ресурс холода используется, и причем сама технология она базируется на аккумуляции в зимний период холода, для того, чтобы в летний период не было резкого повышения температуры. Похожая подземная камера в условиях мерзлоты есть в Красноярском крае. Но ее используют как музей, и охлаждать помещение там помогают специальные холодильники. Определенная влажность должна быть. В холодильниках с электрическим ресурсом можно обеспечить температуру там минус 20 и минус 30, но влажностный режим он будет очень нестабильный, что ли. А здесь, в общем-то, стабильный и температурный режим, и влажностный режим. Это особенно для сохранности мамонтовой фауны и фрагментов мамонта, это имеет, в общем-то, большое значение. Еще одна предпосылка создания Всемирного центра именно в Якутске – логистика. Столица республики – это центр транспортной схемы региона. Сюда же свозят все обнаруженные в республике останки мамонтовой фауны. Павел Танин, Александра Охлопкова, Виталий Абрамов, Георгий Григорьев, НВК «Саха», Якутск.